господа причастные заседатели, давайте как-нибудь все-таки, чтобы наш лед тронулся. Командовать парадом кто? Да, действительно, давайте начнем. Начинать уже. Кстати, мы действительно должны избрать председательствующего нашего собрания, ну, нашего жюри. Судя по всему, вы человек опытный. Вы будете нашим старшином. Ну, да. А это только с котельной соединяет, я уже спрашивал. Местный. Ну, если никто не против, то... Нет, я с удовольствием. Вы знаете, что... Не будем это голосовать, да? Нет. Значит, вы знаете, что наше решение должно быть, будет окончательным. И обжалованию не подлежащим. И поэтому, внимание, поэтому мы должны проголосовать обязательно единогласно. Это все понятно, только давайте как-нибудь оперативнее вынесем наше единодушное решение и разойдемся в гастроли по Волге. Мы можем высказаться по очереди, потом будем голосовать. Давайте голосовать сразу. То есть никто не возражает, будем голосовать? Нет, давайте. Значит, мы можем голосовать, ну, как обычно, поднятием руки. Можно, вот я бумажки раздал за записками. То есть, значит, руками голосуем. Да. Руками, конечно. Я прошу поднять руки, значит, кто за? Да. По сути, что за это, за что? То есть? За то, что виновен, или за то, что не виновен? Конечно, за то, что виновен. А я думал за то, что начинаем голосовать. Будем сейчас голосовать за то, что уже Ну, я просто не понял. Не понял. За то, что Опустите руки, это моя вина. Это не засчитывается голосование, это моя вина, извините. Значит, опустите руки. Значит, мы голосуем за то, что подсудимый виновен. Поднятая рука, значит виновен. Да. Нет, я просто уточнил, чтобы не ошибаться. Поднимай руку и не ошибешься. У вас в метро там собрания были вообще? Да что вы постоянно. Пролетарии Дегемоны. Ну давайте голосовать. А почему мы голосуем сначала за то, что виновен? А какая разница? Нет, ну, это как угодно. Мы можем... А вас смущает? Совершенно все равно. Просто я думал, что есть какие-то правила. Нет, тут никаких правил нет. Мы можем так, можем наоборот. Давайте, не надо, наоборот, давайте просто голосовать. Мы голосуем. Все. Голосуем за то, что подсудимый виновен. Прошу поднять руки. Единогласно. Все, Не, ну господа, ну я вас прошу. Ну есть же правила. Ну подожди. Ну сядьте, пожалуйста. Опустите руки. Ну все. Теперь, кто за то, что подсудимый, надо же правила соблюдать, не виновен, прошу поднять руку. Нет. А вот 11 за виновен и 1 за невиновен. Вот это да. А мы сейчас за что голосовали? Ну вот, видите, это здрасте. Устроили базл, сбили человека с толку. Мы голосовали за то, что этот вонючий чеченский ублюдок виновен в убийстве своего приемного отца, офицера российской армии. А вы что, не поняли, да? Товарищ не понял. Придется голосовать снова. Давайте. Нет, Не надо, я уточнил, я против. Против обвинения. То есть как против? Ну, вы проголосовали за, а я против. Почему? Ну вот, так получилось, что 11 за, а 1 против. А зачем? А что зачем? Ну зачем так голосовали? Ну, если бы я проголосовал за, было бы 12 за и ни одного против. И мы все пошли бы домой. Ну так это же хорошо. А зачем вы тогда против голосуете? Голосуйте за и пойдем домой. Ну как-то быстро. Понимаете? Быстро как-то.
Салтан, почему быстро? Слушай, мы 3 дня эту женщину слушали. Это быстро называется? Не, ну да, но я испугался. Как-то мы как-то руки раз и вверх. Это как-то быстро, понимаете? Так уж хорошо, что быстро. Все же ясно, все доказано. Свидетельские показания все мы слышали, улики видели. Ну да. Ну там какой-никакой человек. А мы как-то руки раз и все. А вы чего, собственно, хотите-то? Я хочу. Ну, хотя бы поговорить. Поговорить. Говорить?